И в завершении выпуска дети Мирного смогут кататься на северных оленях. Парк «Живые алмазы Якутии» пополнился новыми жильцами. Из Оленька благодаря помощи компании «Алроса» доставили 4 оленей. Как чувствуют себя новоселы и другие обитатели природоохранной зоны, узнавала Тамара Бессмертная. Так вот ты какой северный олень. Маленький, приземистый, неказистый. Но, говорят, выносливый. Ты выносливый? По крайней мере, детей домашние северные олени возить научены. Они объезжены, хорошо бегут в санях, поэтому на их продажу в Оленьке соглашались со скрипом. Благодаря помощи акционерной компании «Алроса» покупка все же состоялась. Но рога шли по отдельной цене, поэтому их срезали и оставили себе. У них на севере их отпиливают, они отдельно продают, оказывается, сдают этот рога. Нам их отправили без срок. Ну, надеемся, что у нас нынче свежие рога вырастут, уже начинают. И в следующем году уже к осени будут рогачи. Пока олени живут в вольере. Оказывается, если их не держать взаперти, они сразу же возьмут курс на оленек. И не увидят мирницы ни рогов, ни копыт, ни оленей. Они же старые олени, и сразу в сторону оленька и уйдут. А их на привязи копытить очень. Они знают, где олень. А откуда они знают, где оленек? Ну, каждое животное знает очень. И лучше любого самолета прямо побегут. А этого никак нельзя. Олени приобретены, чтобы катать детей. Упряжки будут использоваться как в парке, так и на городских праздниках. А вот кто не выйдет за пределы парка ни при каких обстоятельствах, так это павлины. Сейчас у них период ухаживаний. Отросли отрезанные при транспортировке хвосты, так что есть что показать и чем прельстить. В ход идет все павлинье обаяние. Каждый хочет обратить внимание на свое страдание. Выглядит это так. Если дама сердца глядит в сторону соперника, ему пытаются подпортить хвост. В общем, весна в парке в полном разгаре. Радуется, строит планы, разглядывает гостей, торопится жить. Яркая, как перо павлина. Доверчивая, как дыхание оленя. Правда, пока не зеленая, но такая уж у нас весна.